У вас начинаются соревнования по вашим компетенциям, и нашим конкурсантам хочется пожелать удачи, чтобы вы показали свое мастерство. Вновь гостеприимный Якутск встречает творческую молодежь со всей республики. Юные профессионалы будут состязаться на протяжении 3 дней. И для них это не только возможность накопить опыт по профилю своего дела, но и познакомиться с коллегами из сферы деятельности. Может показаться на первый взгляд, что это распечатка, но на самом деле нет. Это рисунок от руки, выполненный одной из участниц, которая соревнуется в компетенции ювелирное дело. Вообще здесь собрались ребята из разных уголков республики. Они соревнуются в абсолютно равных условиях. Им дается в качестве материала серебро 925 пробы. И вот они из этого серебра должны изготовить ювелирное изделие с дизайном на тему культуры Востока и Древней Азии. Не будем им мешать, пожелаем только удачи, потому что дело действительно непростое. Огранка алмазов – уникальная компетенция по обработке самого твердого минерала в природе, что требует от участников высокого профессионального мастерства и точности. Конкурсное задание требует от молодых профессионалов изготовить изделия из алмазных полуфабрикатов. Эти 3 дня они делают 3 камня. Первый камень, например, более, легкий. Они делают только КР-17. КР означает это круглый бриллиант, 17 граней. А на второй день они делают КР-57, это 57 граней. И на третий день делают КР-33, 33 грани. Год от года объем производства ювелирных и технических изделий из алмазов увеличивается, а отрасль продолжает претерпевать изменения. И здесь новые веяния привносят ребята-конкурсанты. Так, студентка 1-го курса Олеся Каримова решила стать огранщиком, поскольку она сама по себе усидчивый человек. Работают ребята как с замутненными натуральными камнями, так и с прозрачными синтетическими. И для такой работы буквально нужен глаз-алмаз. Мы используем именно зрительный метод при оценке. И синтетические камни более чистые. Получается то, что они выходят намного дороже, чем натуральные, которые более желтые, с трещинами, некоторыми пороками, внутренними дефектами на огранке и внутренние. На протяжении 3 дней ребята будут проверять свои профессиональные навыки. Победители регионального этапа традиционно отправятся представлять республику в финале национальных этапов чемпионатов практически во всех компетенциях. Надежда Саханская, Нюргун Старостин, Якутск.